смотрите программу «Новости». В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Выпуск мы начнем с брифинга о топливном обеспечении на территории Якутии. Предлагаю послушать. Под председательством исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства республики Николая Владимировича Бочкова состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросам топливообеспечения региона. В ходе совещания были выработаны ключевые поручения, направленные на усиление контроля за распределением топлива и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. По итогам обсуждения исполнительным органам государственной власти республики поручено в кратчайшие сроки актуализировать сводную потребность в топливе по всем ключевым отраслям – сельскому хозяйству, транспортному комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству и другим сферам. Параллельно с внутренними мерами контроля продолжается постоянная работа с Минэнерго России, с Минвосток развития России по стабилизации ситуации с поставками нефтепродуктов в республику в рамках приоритизации северного завоза. Далее перейдем к новостям. Озвучу основные темы выпуска. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики работают в режиме повышенной готовности. 23 ребенка из подтопленных поселков Верхоянского района отдыхают в лагере «Энергетик» о новой смене. В парке Ленские столбы устанавливают систему «Электропастух» – защита от бурых медведей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики центральных электрических сетей Якутскэнерго работают в режиме повышенной готовности. К этому часу специалисты ликвидируют последствия непогоды в ряде районов Якутии. Так, из-за сильного ветра и ливневых осадков произошли локальные отключения электроснабжения в городе Якутске, а также в Чурапчинском, Татинском, Мегино-Кангалахском и Амгинском улусах. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного возобновления электроснабжения. Энергетики настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не приближаться к оборванным проводам. 23 ребенка из подтопленных поселков Верхоянского района сейчас отдыхают в лагере «Энергетик» центра Сосновый Бор. Ребята прилетели в Якутск на вертолете, прошли медосмотр и заселились в новые здания центра. Вместе с тем в лагере стартовала новая смена, о которой подробнее в следующем сюжете. Утро у детей начинается с хорошей зарядки, умывания и завтрака в столовой. Здесь в лагере для них организовано пятиразовое питание. Выбор еды обширный, и каждый здесь наедается досыта. Мне тут нравится в лагере, еда тут вкусная, хорошая, мне все нравится. В обед нам дают суп и какое-нибудь второе блюдо. А ужин обычно макароны, котлеты, пюре. Ежедневно в рацион питания входят фрукты, выпечка, очень много овощей. Ну, в принципе, по калорийности, вот у нас сборная наша борцов, мальчиков, и старший тренер сказал, очень калорийное питание, дети довольны, даже за добавкой не подходят, потому что порции у них вот все по их возрастному. Каждый их день расписан по часам. Для детей подготовлены две насыщенные программы. Образовательная, в рамках которой они ходят на кружки, а также на мастер-классы и участвуют в конкурсах, а также развлекательная, где школьники играют, веселятся и общаются, укрепляя командную связь. Получается, у них в 7 подъем, в 7:30 зарядки идут общелагерные, потом с 8 у нас идет завтрак, далее у нас с 10 до 12 дня идет фугос-час, далее у них идет обед. После этого, по возможности, по насыщенности дня, а также по погоде, как мы знаем, сейчас уже почти осенняя пора, у них идут дневные мероприятия. Допустим, такие как у нас была охота на мамонта, дети бегают и охотятся на вожатых, можно сказать. Сами участники лагеря приехали со всех уголков Якутии. Всего смена рассчитана на 320 детей. Вместе с остальными здесь приняли ребят из Верхоянского района. 29 июля к нам приехали дети из Верхоянского улуса, из 3 наслегов,
которые были подтоплены в этот период и заселились к нам в лагерь Кескель. По день медосмотра они заселились в лагерь Энергетик, где сейчас они распределились по 4 отрядам и живут в новых быстро возводимых конструкциях, зданиях. Дети очень активные, как сами видите, они очень любят бегать, прыгать, играть. Они очень подружились с другими детьми из других районов. Отдых проходит очень отлично. Я познакомился со всеми своими соотрядниками. Вот. Все из Якутска, но из района тоже приехали. У нас в комнате очень отлично все благоустроено. Мы тут с 5 живем, у нас все отлично. С этого года в лагере были введены новые современные корпусы вместимостью в 50 человек. Просторные комнаты, широкие коридоры, общий зал, а также все удобства для полноценного проживания. Начиная от кондиционеров, и в каждой комнате у нас есть свой душ и туалет на комнату. Также у них есть в каждом корпусе стиральные машины и сушильные шкафы. В комнатах проживает по 4, по 5 детей. Смена только началась, и детей еще ожидает множество интересных и веселых активностей, которые будут проходить на протяжении 3 недель. Тимур Калмогоров, Артумен Наговицын, Якутск. Строительный комплекс Якутии в 2026 году отмечает сразу 2 юбилейные даты – 90-летие отрасли и 70-летие Дня строителя. К юбилейным торжествам отрасль подошла с внушительными показателями. За последние 10 лет в регионе построено более 6 миллионов 300 тысяч квадратных метров жилья. Причем только в 2025 году введено 809 тысяч квадратов. Это на 7% превышает уровень предыдущего года. В преддверии праздника и значимой даты строителям республики вручили государственные и ведомственные награды. Сейчас самое большое событие для нас не так давно. Мы построили новую печку. Это увеличение нашего объема. На треть мы стали больше производить цемента. Мы делаем разные марки сейчас цементов. Мы движемся вперед, не останавливаясь. Хочу пожелать, чтобы все-таки год был стабильным. И следующий год будет стабильным. Чтобы мы могли наращивать объемы и дальше. Мы не должны остановиться. Мы должны работать, работать и работать. А когда наш труд еще и оценивается по достоинству, это вдвойне приятно. В национальном парке Ленские столбы устанавливают защитную систему «Электропастух». Она поможет предотвратить опасные встречи людей с бурыми медведями. Первый электронный барьер уже смонтирован вокруг популярной песчаной дюны Тукулана-Кысыл-Элесин. Подробности расскажет моя коллега Виолетта Засимова. Тукулан-Кысыл-Элесин – одна из самых посещаемых туристических локаций на территории нацпарка Ленские столбы. С одной стороны песчаный бархан омывает река Лена, с другой подступает глухая тайга, где обитают дикие звери, в том числе и бурые медведи. На сегодняшний день на территории Тукулан-Кысыл-Элесин случаев нападения на медведя на туристов не было, но все же ежегодно визуально замечены их следы пребывания. К тому же установлены фотоловушки по периметру, тоже фиксируют их. Чтобы обезопасить посетителей, в парке запустили проект по предотвращению конфликтов между человеком и бурым медведем, автором которого является индивидуальный предприниматель Анатолий Попов. Проект поддержан президентским фондом природы. Суть проста. Самые посещаемые туристические места огораживают электропастухом, специальной изгородью, по которой пущен ток напряжением 12 вольт. К примеру, медведь вот с этой стороны, со стороны тайги, таежной части вот подходит и, соприкасаясь вот с этими проводами, получает ток, и который создает неприятные ощущения медведю. Этот ток не вредит животному. Первую такую изгородь протяженностью 2,5 километра натянули со стороны леса вокруг Тукулана-Кысыл-Элесин. Сам прибор электропастуха вот снизу. Здесь можно регулировать напряжение, подключен к аккумулятору. Аккумулятор обычный автомобильный. И чтобы этот аккумулятор работал долго автономно, подключена солнечная батарея. И вот это в течение сезона, весна, лето, осень, этот электропастух должен непрерывно работать. Ток не убьет, но удар будет чувствительным, причем не только для зверя, но и для человека. Особую опасность электросеть представляет для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому по всему периметру забора установлены предупреждающие знаки. Мы спросили у отдыхающих, как они относятся к таким мерам безопасности от диких животных.
Я увидела таблички, стало даже как-то поспокойнее. В таких местах, где много зачастую еще и неопытных людей, которых привозят тургруппы, конечно, наверное, нужна такая безопасность, но мало ли чего. Да, я считаю, что такие меры, конечно, нужны. Нужны как и людям, туристам, да, чтобы спокойно себя чувствовать на природе, отдыхать, так и зверям, чтобы они тоже находились на своей территории, мы у них в гостях, как говорится, да? Сейчас электропастух монтирует вокруг местности Лабуджа, где непосредственно находятся ленские столбы. Позже защитные изгороди появятся вокруг инспекторских кордонов. Именно туда весной, сразу после выхода из спячки, чаще всего наведываются голодные хозяева тайги. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Вилюйском районе работает экспедиция Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики из Архангельска. Лаборатория центра сосредоточена на изучении пресноводных экосистем, включая реки и озера, что позволяет проводить всесторонний анализ водных объектов. Инициатива представляет собой значимый вклад в научное понимание экосистем арктической зоны, способствует расширению базы данных и углублению знаний о биоразнообразии и экологических процессах в уникальном регионе. Наш грант посвящен изучению зообентоса, то есть крупных организмов, которые обитают на дне водоемов. Значит, помимо их прикладного значения, то, что они являются кормовым ресурсом для различных пород рыб, они еще и выполняют важную роль в передаче энергии между различными трофическими уровнями. Поэтому это очень важная группа организмов. И вот как раз-таки, поскольку в Вилюйске очень много озер, река крупная, мы решили выбрать этот город для проведения нашей экспедиции. На днях делегация китайских студентов ознакомилась с сельским образом жизни в Горном Улусе. В Береджигистяхе побывала группа под руководством ректора Малой академии наук Якутии Василия Павлова и профессора Гонконгского университета Патрика Ламма, для которого это не первый визит в Горный. Он провел мастер-класс и специальную лекцию для преподавателей. Ректор Малой академии наук Якутии отметил, что академия уделяет большое внимание взаимному знакомству и обучению детей Якутии и Китая. Мы уже давно работаем с ведущими школами города Гонконга, это Южный Китай. Особенно очень рады работать с Горным Улусом, потому что здесь самые наши активные участники всех мероприятий Малой академии наук. И мы думаем, что в скором будущем у нас будут академические обмены между школами, известными Горного Улуса и школ Гонконга. К чему мы стремимся, думаем, что здесь у нас будет очень успешная будущая программа. И думаю, что оно будет иметь успех. Такими были актуальные новости к этому часу. До встречи в дальнейшем выпуске.